Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, қадірлі достар, милләттәшләр. Бүгін эфирда мин, Руслан Айсин, һәм дәген біз Русия империясы, татар халқын, һәм дәген Идел Урал тирәсендә, кысаларында, яссылыкта яшәгән халыкларны ничек иттереп урыслаштырды, яки бу хакта нинди мәсәлән урыслаштыру сәясәтен алып барды. Без күбрәк тарихи чыганакларга, күбрәк тарихи фактларга таянып сөйләрбез, әлбәттә, 19 гасыр кысаларына, чөнки ул бик киң һәм катлаулы һәм җитди тема. Шуңа күрә күп әйберләрне бу сәгать, бер сәгать эчендә әйтеп булмас. Кызганычка каршы, но шулай да. Итак, дорогие друзья, приветствуем вас. Сегодня с вами я, Руслан Айсин. Будем говорить о том, как Российская империя в XIX веке вела политику по русификации татар и народов Иделя и Урала. Это была осознанная политика. Я дам вводную часть. Если будут вопросы, то, пожалуйста, пишите. Сырауларыгыз булса, рәхим итеп языгызчы, җавап бирербез, иншалла. Итак, надо отметить, что вот вторая половина XIX века была отмечена мощными преобразованиями в Российской империи, и многие народы искали возможность для объединения, для выработки какой-то платформы, которая позволит им не раствориться, во-первых, а во-вторых, противодействовать политике христианизации и ассимиляции со стороны Российской империи. Ну, вы знаете, в это время начинает подниматься 70-е, 80-е годы движение джадидизма среди тюрко-татар Российской империи. Одним из лидеров был Исмаил Аспралы, и Москва, Санкт-Петербург, вернее, начинает политику противодействия тому, чтобы, не дай бог, тюрко-мусульмане объединялись и смогли выстроить полноценную собственную систему. До поры до времени они активность не проявляли, но вот с деятельностью джадидов, которые еще тогда не были оформлены как движение, ну, в целом это и не было, так сказать, вот структурным движением, во многом оно было таким вот низовым и, я бы сказал, стихийно обусловленным. Но как бы там ни было, джадиды ставили, во-первых, вопрос о необходимости просвещения народа тюрко-мусульманского. И в этом смысле они искали различные точки соприкосновения. Естественно, большое влияние оказывало то, что происходило в Европе, так называемая весна народов, которая, конечно, импульсами проникала на территорию Российской империи. Формировались и выстраивались новые концептуальные обоснования, что такое нация, что такое культура, что такое национальное самосознание, что такое народный дух, милли-рух, там, и так далее и тому подобное. Все то, что мы сейчас, чем мы сейчас так легко и непринужденно апеллируем, тогда только находилось на стадии выработки. Потому что, например, во времена Великой Французской революции понятие нация, nationality, подразумевало гражданственность, то есть те, кто проживает на территории Франции, разделяют революционные идеи и говорят на французском языке.
помимо тех языков, которыми они владеют, так называемыми нативными языками, да, то есть родными языками. Собственно говоря, любое нациостроительство, оно базируется на нескольких вещах. Язык общий, некое культурное поле, здесь можно, конечно, спорить и дискутировать. В некоторых случаях общая религия, историческая судьба. Или, как это происходит, например, сейчас в Украине, внешний вызов, который в лице российской эрзац-империи ставит вопрос о выживаемости вообще Украины. Ставит вопрос о том, должна она быть или не должна. Потому что вы, наверное, видите, фиксируете, как российские пропагандисты, и не только, но и так называемые государственные мужи, открыто заявляют о том, что украинской нации нет, что это нацисты, надо их, вот, наиболее рьяных или тех, кто формирует эту повестку, уничтожать. То есть стоит вопрос о реальной выживаемости нации. Конечно, возможно, не физически, все-таки там десятки миллионов человек не уничтожишь, но подорвать ее основу они, конечно, хотят. И все эти годы они старались, они проникали со своим ядовитым русским миром и делали все, чтобы подготовить почву для того, чтобы отторгнуть часть территории Украины в пользу российской эрзац-империи. Почему говорю эрзац-империи? Потому что она потухающая империя. Потухающая империя. И все, что мы сейчас видим, это не что иное, как вот последние всхлипы, угасание. И она, понимая, российская эрзац-империя, что она погибает, она делает некий шаг в бездну хаоса, не понимая, что этот хаос поглотит ее сам. Ну, вы знаете, в свое время Ницше в произведении «Так говорил Зараоштр», почему-то переводится как Заратустра в российской транскрипции, он сказал следующее: если долго вглядываться в бездну, то бездна неизменно будет вглядываться в тебя, и тем самым поглотит. Ну, это вот такое короткое вступление. Кресус. Что касается непосредственно того, как эта политика проводилась. Конечно, главная центральная фигура этого процесса – это Ильминский. Ильминский возглавлял специальную миссионерскую контору, которая занималась русификацией, христианизацией татар и народов Поволжья. То есть он ставил себе прямую цель разделить их, навязать собственные ценности через систему образования, через письменность, через какие-то административные, карьерные продвижения и все остальное, что мы наблюдаем и сейчас. В общем-то, 70-е и 90-е годы 19 века были отмечены вот фактором давления Санкт-Петербурга через Ильминского. Ильминский успешно эту функцию выполнял. Здесь надо отметить, что Ильминский активно работал не только по направлению в Поволжье, он работал и с казахами. Он создал светскую систему образования на казахском языке на основе кириллицы. Она заменила мусульманскую татароязычную систему образования. Все это было направлено на то, чтобы вбить клин между тюрко-мусульманскими народами и отторгнуть их друг от друга. Татары там доминировали в плане
учительства и просвещения, и поэтому Ильминский активно на этом поле спекулировал, и все это выразилось и вылилось в то, что Ильминский предложил им воссоздать свою систему, которая бы отвечала их интересам, этническим интересам. В конечном итоге это привело только к размежеванию. Ну, в 1872-1891 годах Ильминский возглавлял им же самим созданную Казанскую учительскую семинарию. Очень хорошо известно для жителей Поволжья, где учились только христиане. Ему удалось создать, это очень важно, христианскую интеллигенцию среди чувашей, марийцев, удмуртов, эрзя, мокша, кряшин на уровне низшего православного духовенства. То есть его Казанская учительская школа занималась подготовкой кадров для христиан. А также они готовили учителей для начальных школ и низшее чиновничество. Вот мелкие писари, да. То есть христианская контора миссионерская взяла на себя эту функцию. Помимо того, что она готовит чиновников духовного сана, она еще и готовила так называемых светских чиновников и, самое главное, педагогические кадры. Одновременно с этим вводятся алфавиты для этих языков, этих народов, мною перечисленных, на основе кириллицы. И наряду с православной, русской и мусульманской системами образования возникает православное, не русское образование на уровне начальной школы. Сознательно они переводят, вот, что на языке чувашей или марийцев создается система образования, но, естественно, в основе нее ложится или лежит христианская догматика, но и это не главное. Главное, что она постепенно должна была перевести их национальную систему образования на русский лад. Ильминский, кстати говоря, выдвинул проект расчленения единого мусульманского миллята на племенные группы. Одновременно с этим он планировал уничтожение мусульманской элиты как таковой. Сначала светской, а затем духовной. Он этого, в общем-то говоря, и не скрывал. Этому же Ильминскому, как я сказал выше, удалось прервать процесс образования татаро-казахской этнорелигиозной общности в рамках миллета. Он разделил. Это ему удалось, в общем-то. Однако, как бы Ильминский ни старался, но его потуги не приводят к большому успеху среди татар. Попытки его поставить во главу образования в миссионерских и государственных школах принципы русификации учащихся, да, привели к тому, что выпускники такой русифицированной школы отвергаются мусульманами, татарами-мусульманами. Они их просто не принимают. Вообще воспринимали их как ренегатами. Явные хьянатчиляр, да, предатели. Если учесть здесь, что крещенные татары, кряшины, как правило, более низкий имущественный статус имели, чем мусульмане, то такая школа теряла функции свои, как канала карьерной мобильности. Мусульмане туда не шли, потому что, я имею в виду татары-мусульмане, потому что они собирали средства, если, например, ребенок какой-то семьи
семья не имеет за этого ребенка возможности заплатить, то они собирались, махалявлян, и оплачивали ему учебу. Или же во всех селениях, вы знаете, были мектебы, медресе были, ну, не во всех селениях, но мектебы это точно были начального уровня. А, соответственно, Ильминский, когда создавал эту свою систему, он хотел привлекать туда тех, кто не имеет возможности финансовой. Ну, татары, мусульмане, как я уже сказал, даже если не имели средства, то их находили. Это была серьезная практика, достаточно широко распространенная, когда и талантливых детей, талантливым детям, ученикам, шакирдам помогали и оплачивали их учебу. Ну, как это сделали с тукаями, например, да, если татарские меценаты видели, что это очень талантливый ученик, шакир, то в этом случае они финансово ему содействовали, помогали. Так вот, татарская мусульманская элита, естественно, была заинтересована в подготовке собственных мусульманских кадров, владеющих русским языком на хорошем уровне и обладающими профессиональными отраслевыми знаниями. И параллельная элита Ильминского, которая имела, как правило, только низшие или же зачатки среднего образования, оказалась неспособной конкурировать с мусульманской элитарной группой. То есть система, которая им выстроена была, которая опиралась на государство, на все ее административные ресурсы, сулила всевозможные блага и карьерный рост, не выдержала конкуренции с мусульманской татарской системой подготовки кадров. Не выдержала. Это один из прекрасных примеров того, как низовая инициатива способна переиграть систему государственную, имперскую, которая, казалось бы, многократно превосходит ее по всем каким-то основным параметрам, материальным, техническим, где-то, возможно, методологическим. Ильминский прямо и открыто признавал, что его целью было низведение культуры татар до уровня низших слоев, как он писал, сельского населения и уничтожение литературного языка как такового. То есть он делал все, чтобы высокая литература была уничтожена. А на чем основывалась высокая литература? Конечно, на исламском наследии прежде всего. Потому что язык столетней давности татар и нынешний язык – это две большие разницы. Просто две большие разницы. Можете взять Тукая, просто не осовремененного почитать, или там Ризаэддин Фахриддина. Вы просто не сможете понять большую часть того, что писал, например, Ризаэддин Фахриддин. Это очень сложный текст на основе арабских, персидских, османских, старотюркских слов. Это высокий слог был. А потом его Совок, естественно, упростил, убрав из лексикона татарского языка 10 тысяч слов, связанных с исламом, с мудростью, хикмет белян бейле, тышинчалер тышипалда. И, естественно, тут же язык он обеднел, хотя продолжал находиться там на высоком уровне. И татары после русских вторые, кто в империи перевели Карла Маркса. Ну вот, была такая возможность, перевели. Но 10 тысяч слов и, соответственно, весь терминологический аппарат, он ушел. Ушла мысль, соответственно, высокая мысль. Литература обеднела, потому что она была вынуждена подстраиваться под реалии. А потом еще соцреализм пришел совковый, где нужно было примитивно все описывать, как пахари, колхозники и трактористы дают ударные урожаи
и пятилетку совершают в трехлетку, это, естественно, очень сильно обедняло язык. Ну, все равно и в этих условиях находились мастодонты татарские, Рабашиковы, Башкакшеля, которые писали богатую прозу, насыщенную, но это все равно было нисхождение вниз. Так вот, Ильминский в 1878 году попечителю Казанского учебного округа писал следующее. Я специально зачитаю вам. В татарском языке, хотя существуют старинные книги, по которым равно и по родственным наречиям можно вывести нормальную, другую и коренную тюркскую орфографию, но это было противно нашей цели. Я умышленно рассек связь татарского языка с другим тюркским и нынешним родственным наречием и взял нынешний язык крещенных татар Казанской губернии как факт изолированный и поставил его в орудие духовного христианского образования крещенных татар. Поэтому мы пишем для крещенных татар так, как они говорят. То есть вот ни много ни мало, но Ильминский признает, что его задача лишить татар общности с тюрками-мусульманами. Второе, лишить их высокого слога. А если нету слога высоколитературного, то нету мысли, потому что мысль – это отображение, да, вернее, литература – это отображение вашей мыслительной рефлексии. И третье, навязать вот этот вот так называемый язык, который предлагает Ильминский. Не хочу говорить Кряшинский, он сам об этом, конечно, пишет. Но русифицированный татарский язык, скажем так. Переводной татарский язык. То есть создать симулятор, подмену, а потом уже дело за малым. Дело за малым. И вот 150 лет эта политика идет, продолжается, как мы видим, практически не останавливалась. И в этих условиях все равно мы могли и сохраняли свою идентичность. Многие упрекают, что вот вы там не можете сохраниться там и так далее. Есть объективные обстоятельства. Татары первыми ощутили на себе удар имперского оружия 450 лет назад, 470 даже, когда пало первое Казанское ханство и последующим остальные. Так вот, в этих условиях 470 лет сохранять язык, религию, идентичность было непросто. Наши предки вынуждены были бежать в разные уголки Евразии, чтобы сохранить свою идентичность, сохранить ислам. Их убивали, их членили, их пленили. Но они сохраняли, уходили дальше, вглубь страны, в Сибирь, дальше на Дальний Восток. Сохранили, при этом воссоздали опять национальные школы, мечети строили. В Иркутске, например, татар Вестесовара, Иркутске, да. Вот в Иркутске есть татарская слобода, в Омске, в Томске, в Тюмени, в Новосибирске. Это не только автохтонные татары, сибирские татары, но и те, кто вынужден убежать с Идель-Урала, смогли восстановить. Это был непростой процесс. Поэтому здесь критика не совсем объективна. Ведь не просто. Потом татары не проживают только компактно в одном месте. Так было бы, конечно, легче. Язык сохранить и ассимиляционным процессам дать бой.
последний решительный. Но это не просто, потому что в Татарстане 25-26% татар живет, а остальные свыше 70% проживают за пределами Татарстана. И как помогать? Даже на уровне того, что сейчас Татарстан запрещает, например, помогать учебниками татарского языка, литературы, какими-то методическими пособиями. Те школы, которые еще сохранились за пределами Татарстана. Нужно получать какие-то массу разрешений, а местная администрация может и не дать. А знаете, сколько случаев того, как закрывают школы? Знаете, сколько? Мы сами им занимались. Под различными предлогами. Не буду называть один регион, просто чтобы не нанести им вред. Так вот, там придрались до того, что санузлы не так там расположены. Местные меценаты татарские построили там просто идеальные санусловия, и все равно нашли какую-то причину и закрыли. Придраться ведь можно ко всему, что стены не тем цветом покрашены, портрет Ломоносова не соответствует параметрам 9/12 с наивной подписью на память. Хамбашка, хамбашка. Поэтому здесь есть причины, над которыми мы не всегда властны. Это, конечно, боль, это, конечно, трагедия, и это ни в коем случае не попытка оправдать себя. Акланующин әйтмеймін мен аны. Мында бик катлаулы процесс. И когда некоторые люди говорят, что вот үзегезден тора, үзегезден башлагыз. Дескать, все от вас зависит, начинайте с себя. А как что начинать с себя? Что начинать с себя? Если вы не можете строить мечеть, если у вас нету школы, вам не дают школу построить. А как, например, изучать язык, а как приобщаться, если нет среды, махит булмаса? Тыльнынчик саклап калар. Ладно, можно сохранить. Ну а как развивать? Если у тебя нету книг, практически не пишутся. Ну, пишутся, естественно. Я имею в виду вот в абсолютных масштабах. Фильмы там раз-два выходят на татарском языке. Мультфильмы там небольшие, да, телевидение есть там, то сё. Но все равно сфера сужается. А если сферы нету применения, то язык будет постепенно угасать. Он может будет оставаться в виде книг, там, газет издаваемых, тираж которых будет все падать и падать, хотя татарские издания на втором месте, да, по тиражам. Ну и татары на втором месте в России по численности. Здесь тоже объективно сказать. Ну, пока читают старшее поколение выше среднего, а дальше уже нет. Дальше уже проблемы и пробелы. Школы нет. А я напомню, что в РСФСР татары были одним из 3 народов, по-моему, да, с якутами, башкирами, которые имели полный цикл системы образования от детского сада и заканчивая вузами и, соответственно, системой уже подготовки ученых кадров, то, что называется аспирантура. Аспирантура, докторантура писались у татар точно, труды кандидатские, докторские защищались. А уже сейчас, я вам сказал, по-моему, пришла директива с высоких кабинетов, в которых стоят бюстики Дзержинского и Путина, чтобы не защищали кандидатские на татарском языке. По татарскому языку можно, филологический аспект какой-то, культурологический, مثلا. А на татарском языке уже нельзя. И как только уходит язык из сферы высокой, научной, интеллектуальной, соответственно, он деградирует. Ну, что предлагал Ильминский? Я к чему затянул эту свою мысль. Вот Ильминский предложил, ее сейчас реализовывают.
Ее сейчас реализовывают. Упростить до нельзя, чтобы ак-мык-мык-мык, вот как там у татар шутят, знаете, там, я тебя, яратам, приходи к воротам. Вот до этого уровня не звести язык, это да, это сознательная стратегия. Но и это еще не все. В письме обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву, который, как вы знаете, был главным цензором и вывел такую формулу православие, самодержавие, народность, в 1991 году Ильминский утверждал, что существуют две альтернативы в сфере образования. Значит, первой альтернативой является сохранение русскоязычного образования для нерусских народов, который завершится через 50-100 лет полной исламизации чувашей, марийцев и удмуртов. Это он так писал Победоносцу Ильминский, пугал его, если мы сейчас не примем меры, то чуваши, марийцы, удмурты, они исламизируются под влиянием татар. Второй вариант состоит в создании начальной школы на родном языке, когда малые народы окажутся разрозненными. Ильминский писал, что такие мелкие разрозненные народности не могут прочно существовать, и в конце концов они сольются с русским народом самим историческим ходом жизни. Тоже все понятно, все очевидно, все то же самое сейчас и происходит. Нить идеологической обработки не прерывалась. Ну, в советское время там небольшие колебания были, но в целом политика идет та же самая. Разделить, обрусить и влить в эту самую массу. То есть, по сути говоря, стратегия, которая была заложена тогда, она повторена, даже может быть более изощренно. Ильминский все-таки был человек ученым, как бы к нему ни относились. А нынешними процессами ассимиляции руководят всевозможные люди в погонах. Они особо не церемонятся. Давайте в 2017 году закроем школы. Закрыли. Все, кто там говорит про язык, объявите экстремистами сразу. Экстремист, да. А чтобы не повадно было, давайте там по рукам и ногам его повяжем, чтобы он не рыпался. И он не рыпается. И все. То есть жестко и эффективно, можно сказать так. Но тут же следует сказать, что была такая система. Она называлась «Правила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев», высочайше утвержденной 26 марта 1870 года. Так вот, что это правило постулировало? Оно постулировало следующее, что необходимо нивелировать уровень образования всех народов до самого низшего уровня начальной школы. Понизить, чтобы, не дай бог, не учились. А вы знаете, что непросвещенный человек, неграмотный, необразованный, это лучший раб, лучший. Потому что свободолюбие – это вопрос интеллекта, это мыслительный акт. Заманында Гаяз Хақи шулай деп айтты. Милли мәгариф ул азатлыгыбызга бірінші адым. Национальное образование – это первый шаг к нашей национальной свободе, к освобождению. Естественно, Ильминский и Победоносцев и прочие все это знали и понимали. Поэтому вот
Самая низшая ступень образования, кстати говоря, вы знаете, откуда пошло такое изречение «хер поставить»? Это вот когда крестьянские массы до революции, они же были необразованные в своем большинстве. А когда их освобождали, потом давали наделы какие-то, договора, их, естественно, не заставляли, но это обязательное требование было, необходимо было к договору ставить собственную подпись, имза, сигнатуру. Они не умели писать и читать не умели. Поэтому им говорили, ставь крест, но не крест как таковой, а X назывался хер в кириллице и глаголице до этого. Поэтому ставили хер просто, крестик. Вот их задача была, чтобы народы оставались вот на этом уровне, чтобы ставили вот этот вот крест, хер, и все. И к этому, естественно, они стремились. Более того, так как добровольно народы не соглашались, их интеллигенция, по крайней мере, до того, чтобы их система образования не сходила до такого уровня, то она, естественно, встречала противодействие, поэтому Ильминский и его контора опираться стали на административные меры. То есть они фактически силом принуждали к этому. Не столь, конечно, как сейчас, но процессы шли достаточно мощные. Естественно, что все эти правила о мерах по образованию, остальные проекты, они были направлены на то, чтобы уничтожить тысячелетнюю систему мусульманского образования. Они прекрасно понимали, что образование делает наши народы свободолюбивыми и несгибаемыми. По сути говоря, убрав национальную систему образования в ее исламском аспекте, они убирали главное, к чему их и стремились. Но не успели. Советский Союз постарался. Советский Союз, что называется, сделал светскую систему, русифицировал практически. И вот мы имеем то, что мы имеем. Но при этом, как известно, был альтернативный проект, который был выдвинут непосредственно татарами с низов. Это проект Фаизханова и Шахабуддина Марджани, который сочетал религиозный аспект, рухи хэм дыньяуи, вот то, что называется, светский и религиозный, исламские аспекты, они их сочленяли. Это тоже было частью такого джадидского направления, что и математику надо изучать, и геометрию, и географию, и химию, и быть в авангарде процессов воспроизводства знания и смыслов. Обязательно. В этом смысле они осознавали, конечно, что нельзя отставать. Прогресс идет, я имею в виду прогресс в плане индустриализации, в плане выработки новых знаний, новых подходов в изучении новооткрывающихся явлений в природе, в технике, в каких-то промышленных отраслях и областях. Нужны были не только гуманитарии, но и технари, люди, которые пойдут по стопе или тропам изучения фундаментальных наук, такие как физика, например, математика и так далее и тому подобное.
И они понимали, что вот только на основе этой системы, я имею в виду систему Фейсханова и Марджани, объединим их, возможно полноценное развитие. И на этом вот необходимо подготавливать учительские кадры. А во главе, вернее, в основе системы Ильминского лежала достаточно строгая система централизации, когда подготовка учителей, чиновников, бюрократов и духовенства низшего звена была под личным контролем самого Ильминского. То есть это было его детище. И вот триединую вот эту вот модель подготовки учителя, священника и чиновника он курировал лично. То есть это фактически охват всей сферы, да, интеллектуально, деятельной, организационной, административной, духовной, конечно. В его руках была сосредоточена фактически полная власть над судьбой любого нерусского, который хотел покинуть крестьянское сословие и приобрести относительно привилегированный статус. А большей частью, в большинстве случаев, он мог это сделать только став учителем, священником или мелким клерком. И выйти из этого ужасного состояния крестьянина на Руси. Это ужасное состояние было, вы сами знаете. Этот контроль становился еще более жестким, если учитывать то обстоятельство, что нерусские народы Поволжья, за исключением татар-мусульман, не имели собственной буржуазии. У татар она имелась достаточно большая, обширная, но у других, к сожалению, нет практически. С крестившимися татарами, муртадами, как их называли, хиянатчиляр, муртатляр, татары, вообще мусульмане, мусульманское сообщество прекращало любые контакты. Он изгонялся фактически из общин, становился изгоем. А вы учитываете, что это традиционное общество. Это было достаточно тяжело. Это сейчас разругался, уехал там на Бали или в Таиланд. Тогда это было очень тяжело. Это разрыв не только со средой, с родственниками, с родом, со средой обитания привычной. Но таковы вот были реалии, с предателями не церемонились. Потом их назовут манкуртами, благодаря стараниями Чингиза Айтматова. Тогда еще этого слова не знали, но использовали исламское значение муртат, вероотступник. Ну, там разные есть, зиндык и так далее, ну вот они говорили муртат. Вообще, надо отметить, что отсутствие, ну, скажем так, все попытки введения образования в государственной школе на светской основе, за которую ратовал, кстати говоря, и Каюм Насыри в Казани, а также Ульянов Илья Николаевич, отец Владимира Ильича Ленина, в Симбирской губернии, не имели значительных успехов из-за активного сотрудничества их с Ильминским. Татары не признавали Каюма Насыри, считали, что он, ну и по праву считали, что он действительно сотрудничал с Ильминским и реализовывал его проект. В глазах татар Яуз Иван Грозный, Лука Канашевич, которого татары называли Лука Каратун, черный тун, как это, черная шуба, да? Ильминский были самыми презираемыми персонажами. То есть это была проклинаемая
Троица. Но потом пришла другая эпоха, и советская власть стала действовать совсем по-другому, но это, что называется, другая история. Так, ну, кадірлі достар, давайте так, сұрауларыңызға жауап берешекпіз қазір. Салам алейкум, Руслан, валейкум салам. Раньше у татар были длинные религиозные имена. В советское время стали давать вообще новоязные имена. Как думаете, имя человека влияет на его этническое самосознание? Конечно, влияет. Почему давали имена не мусульманские в советское время? Потому что советская власть запрещала. И всячески говорила о том, что нужно искоренять вот эту вот религиозную всю символику. И, соответственно, всячески старалась, чтобы татары брали имена не мусульманские. Татары не брали имена, как они считали, русские, потому что они считали, что это крещенные имена. Поэтому они нашли другую форму. Они брали имена не русские, но европейские. Вот такие имена, например, как Марат, Марсель, Альфред, что там еще у нас есть, которые уже сейчас просто вот ассоциируются, что это татарские имена, ну, Марат там, да, ну, скорее всего, там татарин. Ну, как бы они формально и революционеры, да, были, вот как Марат, Жан-Поль Марат, один из деятелей Великой Французской революции, Марсель, понятно, Марсельеза и все остальное. И тем самым они отгородили себя от того, чтобы давать имена, которые, как они считали, христианские. Но имя очень важно, это известно, что пророк ислама, саллиллаху алейхи вассалям, Шулай буйырды бізге, то есть он дал нам, повелевал нам таким образом, чтобы давали имена со смыслом. Поэтому, мәсәлән, татарда шундай әйтем бар. Исеме җисеме белән туры килергә тиеш. То есть имя и содержательная часть, они должны синхронизироваться. Это очень, очень важно. Мы же вообще живем в системе описательной реальности, символической реальности. Мы ее сами программируем через систему восприятия, через язык, через наше понимание этой реальности. Чем эта реальность проще, соответственно, тем человеку легче подстраиваться, тем он сильнее находится под воздействием пропаганды, да, вот откуда эти манкурты выходят, почему они все прилипают к телевизору, потому что примитивная пропаганда, они ее слушают. Эта пропаганда нацелена на то, чтобы оболванивать людей. Вот если вы видите, как кричит Соловьев, это далеко не глупый человек. Все-таки он, кстати говоря, учитель физики был, по-моему, в школе. Да. Он специально применяет самые вот такие вот примитивные методы воздействия, кричит, визжит, говорит просто, потому что он нацелен на эту публику. И там эта публика находит отклик. Тәрҗемән газетасын укыганыгыз бармы? Ничек укыла? Теле җиңел вә авырмы? Килсә сезнең өчен. Килә сезнең өчен. Укыганым бар, әлбәттә, хәтта Гаспралының да хикәяләрен түгел, мәкаләләрен укыганым бар. Әлбәттә, анда авыр төшенчәләр бар безнең өчен. Ну, алай да, әгәр дә, мәсәлән, янығызда сүзлек булса, хәзерге вакытта бигрәк тә җиңел, мәсәлән, интернет бар. Һәм аны кулланып тәрҗемә итсәгез, ну, бер ике атнадан соң миңа калса, ул кулай рәвештә укыла. Укыла дагын һәм дәген сеңә. Чөнки ул тел матур, ул тел бай, эчтәлекле. Һәм дәген безнең рухи тамырларыбыз белән тиң килә ул.
Чөнки хәзерге татар теле ул барыбер ничек кенә әйтмәсәк тә ул барыбер урыслашкан тел. Ул барыбер. Ягъни ул калька теле. Русчадан тәрҗемә ителгән төшенчәләр хөкем сөрә, кызганычка каршы. Менә хәтта менә гади генә сүзлекне алыгыз, мәсәлән. Миндә мәсәлән древнетюркский словарь дигән нәрсә бар, да, борынгы төрки сүзлеге. Анда күп нәрсәләр ята. Тамырлар, нигез. И шуларны укыганда син ул мәкаләне, мәсәлән, хикәяне башкача күрәсең, тоясың, хис итәсең, аңлыйсың. Ул башкача сиңә, аңыбызга. Башкача, әлбәттә. Шулай да һәрбер тел ул тере организм. Ансыз да булмый, кызганычка каршы. Бар нәрсә энтропияга дучар. Тел үзгәрә, без үзгәрәбез, милләт үзгәрә. Шулай да гадиләштерү һәм телне примитив, теге сөйләшү, коммуникация дәрәҗәсенә төшерү, минемчә, ул җинаят. Ул җинаят. Чөнки тел аралашу, коммуникация ысулы гына түгел. Ансы да түгел хәзерге вакытта. Ул күзаллау принцибы беренче чиратта. Дөньяны без татарча ничек күрергә тиешбез. Аңларга тиешбез татарча. Шуннан килә ул. Һәм дәген ул иң көчле ысул милли үз аңыбызны үстерү өчен. Иң көчле ысул. Әгәр дә кеше, мәсәлән, чын татар текстына шумса, ул аннан чыга алмый. Ул шунда рәхәтләнеп гизә. Ләззәт таба шунда. Һәм дәген ул кешедән соң, ул кешене манкыр итеп һич тә ясап булмас. Ул инде тулаем рәвештә, чын рәвештә татар булып кала. Инде манкырт ул, әлбәттә, татар да түгел, урыс та түгел. Ул урыс телендә камил белми, татар телендә камил белми. Аның чөнки этник вә рухи тамырлары юк дигәндәй. Üzülде. Ул җепләр üzülде. Ул кешеләрдә. Руслан, почему активисты из татар, башкир, удмуртов, мордвы, чуваш не объединились и не начали требовать, чтобы в государственном языке в национальных республиках вернули школы? Это наша общая беда. Нет, я с вами категорически не согласен. Потому что в 2017 году мы в Москве собрали крупное мероприятие. Там были представители более 30 народов. Я был организатор. И мы объединились в Демократический конгресс народов России. И очень серьезно работали. Там же на этом мероприятии были представители Госдумы, их просто там раздолбали. Проводили мероприятия, конференции, пикеты устраивали, писали письма многочисленные, создавали комитеты поддержки национальных школ, обращались в суды. Большая работа была проделана. Большая работа. К сожалению, это сейчас, видите, забываются, люди не знают. Но тогда это было очень сильное движение. И тогда начались репрессии. Многие вынуждены были уехать, уезжали постепенно. Все привело к тому, что к 22 году просто говорить даже о татарском языке уже преступление. И союз распался. Как распался? Он свою активную публичную деятельность прекратил, потому что организацию признали фактически экстремистской. И не дали возможности даже в рамках закона бороться.
Нельзя просто-напросто. То есть мне, например, прямо сказали: признаем ее террористической организацией, и все. После этого и все активисты, и все остальные просто станут людьми, которые будут невыездными, каждую там неделю ходить отмечаться, да, это же огромный пласт людей. Поэтому было решено приостановить публичную активную деятельность, дабы не навлекать беду на людей. Но я верю, так или иначе, что мы сможем восстановить утраченное, как только режим рухнет, конечно. Потому что этот режим не даст нам никакой возможности сейчас восстановить национальную систему образования. Исайнус Руслан Салмасос. Не могли ли бы вы выйти на связь с польскими татарами? Очень было бы интересно посмотреть такой стрим, Рахмет. Да, это хороший вопрос. Сразу Рахмет. Я планировал провести стрим про польско-литовских татар, как бы исторический. Но так как у меня источники старые уже, и сейчас, естественно, ситуация другая, я решил отложить этот стрим, потому что сейчас, видим, стремительно все изменяется. Но желание такое есть. Желание такое есть. Проблема в чем? Во-первых, польские и литовские татары, они плохо знают татарский язык. Если они не знают, то их язык это вот средневековый язык, который ближе даже к крымско-татарскому языку, к старому. Это первое. Второе, русские они тоже, соответственно, не знают, ну или только там, не знаю, на английском говорить. Вот. Но так было бы, конечно, интересно. Есть несколько материалов. Вот на радио «Азатлык» выходили репортажи. Я знал крымских татар, которые приезжали на Всемирный конгресс татар. Естественно, после агрессии России в отношении Украины они приостановили всяческое взаимодействие и сотрудничество со Всемирным конгрессом татар. Но в целом наша задача сейчас состоит в том, чтобы создавать собственное пространство. Я много же об этом говорю. Динамичный Татарстан, статичный Татарстан. А диаспоральный Татарстан должен взять на себя эту функцию. Функцию лидера нации. Он должен сейчас вести. Он должен стать сейчас тем, кто вот встанет вперед и поведет остальных. Потому что нельзя затухать. В России ситуация сейчас такая, она может и год-два затянуться. За эти год-два могут произойти разные события. Но милли тормыш сүнмәскә тиеш. Он не должен. Ул милли учакны сакларга кирәк. Надо сохранить национальный очаг. Сырау. Муса Бигиев турында сөйләсәгез иде. Ул бит татарның бийек философы. Муса Бигиев кызык шәхес, әлбәттә. Но мин аны фәлсәфәче дип атамас идем. Ул бәлки хикмәт ияседер. Әмма дә ләкин фәлсәфи яктан анда барысы да сай. Системасы юган. Ул исламны реформалаштырам дип күп нәрсәне кылды. Күп ботакларны сындырды, кызганычка каршы. Ислам ортодоксиясенә каршы да чыкты. Ортодокс гомумән
Юнани теленнән, ягъни грек теленнән уртак фикерне аңлата. Ягъни гарәп телендә иҗма дигән сүз бар. Иҗмага каршы төште ул һәм дәген кайбер исламның тәгълиматларына кызганычка каршы. Ну шулай да кайбер фикерләре аның кызык, тирән. Но әллә нинди парадоксаль һәм дәген уникаль дип атамас идем. Чөнки ул шул Конт системасына таянып фикер йөртте. Контны беләсез инде, ул атаклы социолог. Кайсысы чыгарды шундый фикер дип әйтимме, фәлсәфи, юк, фәлсәфи түгел, социология фикер. Имеш, кешелек дөньясы 3 баскычны уза. Ул да булса мифик, дини һәм дәген фәнни. Ул нәрсәне аңлата? Беренче чиратта ул бераз теге матдиләштерү һәм динсезләштерү принцибына таянып эшләнде. Ягъни рухиятка каршы һәм дәген менә бу дөньяви принципларга таянып күбрәк эшләнелде Контның тәгълиматы. Һәм Мусабигиев аңа ияреп үзенең концепциясын барлыкка китерде. Миңа калса, ул чакта аның идеялары, фикерләре инкыйлабый иде, ягъни революцион. Хәзерге заман күзлегеннән карасак, алар тривиаль күренә, һәр хәлдә минем өчен. Но аны белергә, өйрәнергә ләзим, әлбәттә, безгә кирәк. Ул ничек кенә булмасын, безнең мирасыбыз, ул мирасны без өйрәнергә тиешбез. Татарда гомумән Русия киңлекләрендә фәлсәфә юк иде. Ни өчен дигәндәй? Чөнки безнең ислам динебез бар иде. Ислам гыйлеме. Фәлсәфә ул бераз читтә тора. Рухи вә дини юлнан бераз читләшеп тора. Фәлсәфә каян туды? Беренче чиратта Юнанистанда, аннары соң Алманиядә. Ни өчен? Чөнки анда шул ук Мартин Лютер, Кальвин һәм башка инкыйлапчылар, рух инкыйлапчылары дип әйтимме. Алар менә бу дулкынны чыгарды. Шуннан килеп чыкты менә фәлсәфә, яңа фикер, яңа күзаллау, яңа образлар, яңа караш. Бездә ул юк иде. Яхшымы, начармы, мин бәя бирмим хәзерге вакытта. Ул катлаулы процесс. Аны теге бер катлыгына карап булмый һәм бәйләп тә булмый. Но ничек кенә булмасын, безнең курсавилар да бар иде, мәсәлән, Шиһабеддин Мәрҗани, Мәрҗани күбрәк инде шул. Тарихчы буларак, беренче татар тарихчысы. Яңа методологияга, яңа усулга таянып эшләнелгән тарих. Руслан, мәдрәсәдә, Мөхәммәдиядә уку кешенең милли үзаңын үстерүгә, ичке стерженен ныгытуга йогынты ясый аламы? Әлбәттә. Күп кенә безнең дахи шәхесләребез, кешеләребез, алар Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән чыккан булганнар. Күпчелеге дип әйтсәк тә була. Кемдер Галия мәдрәсәсендә, кемдер Мөхәммәдиядә.
Но шулай да 19 гасырда, 20 гасырның башында безнең менә бу атаклы мәртәбәле мәдрәсәләребез, алар милли кадрларны әзерләүдә нык һәм зур эш башкардылар. Чөнки андагы аерым мөхит, андагы мөдәррисләр, мөгаллимнәр, анда чыгарылган китаплар, әсбаплар, барысы да менә бу мөхитнең булуына эшләнелде. Мәдрәсәдә барыбер мөхит бар. Мөхит бар, әлбәттә, анда хәзерге вакытта татар теле әзрәк укытыла, күп кенә шәкертләр, Урта Азия кешеләре, алар да Казанга килеп белем алалар. Мәсәлән, 2021 елда без безнең күренекле галимебез белән, Дамир әфәнде Исхаков белән Алтайда булып кайттык. Сәяхәт кылдык, кешеләр белән очраштык, алтайлылар белән, һәм шунда казаклар белән очраштык. Казакларның анда айрым көчле мәхәлләләре бар, һәм дәген бер имам белән шулай сөйләшеп алдык. Ул икән Казанда белем алды. Башта Мөхәммәдия мәдрәсәсендә, аннан соң Русия Ислам университетында белем алды. Һәм дәген ул миңа әйтә: "Мин Казанны шуның кадәр көчле яратам ки, хәтта Казакъстанга түгел, Казанга кайтасым килә." Менә гаилә корам да ди, Казанга барам. Ни өчен дип сорагач, анда мөхит бар ди, анда сездә мөхит башка. Менә күрәсез, башка милләт кешеләре дә ул мөхитнең нәрсә икәнен аңлый һәм хөрмәт итеп кабул итә. Башкортостанская ССР и ТССР могли в 90-е объединиться. Как вы смотрите на то, возможно ли это сейчас? Вы знаете, в советское время не давали вообще никаких возможностей для того, чтобы они объединились. Более того, я отдельно этому даже посвящал стрим, советская власть делала все, чтобы кооперации никакой не было, логистики не было. Вот даже сейчас нету прямой железной дороги. Чтобы из Казани, например, попасть в Уфу, нужно проделывать такой крюк через Удмуртию, там, Кировскую область, поверх, да, по северу. Он, по-моему, там идет 15-16 часов, а дорога Казань-Уфа, это, по-моему, 650 километров. Там по линии нефтехимии тоже. То есть вот делали все, чтобы было размежевание между Татарстаном и Башкортостаном. Боялись объединения, боялись. Потому что это была бы сила. Кулак не только такой духовный, но и экономический, промышленный потенциал был бы очень силен. Я думаю, один из, наверное, там в тройку входил бы точно ведущих таких территориальных кластеров. Возможно ли это сейчас? Я думаю, да, надо к этому стремиться, но не при нынешней власти, конечно, не при власти этих предателей. Так, ну, разные формы, или конфедерации, союзные республики, там Чехия и Словакия, например, да, Татарстан, Башкортостан. Но в любом случае надо стремиться к тому, чтобы мы действовали вместе. Не разбегались по своим национальным углам, каморкам. Это однозначно приведет к тому, что мы проиграем. Потому что поодиночке нас смогут одолеть. Вы это тоже понимаете. Мы не в том количестве, чтобы противостоять открыто. Но если мы объединимся все вместе, все народы, кавказские, поволжские,
сибирские, тогда мы сможем обрести свою самостоятельность, свои политические образования, политии, видели республик, видели каких-то других политических явлений. В противном случае Москва вновь, как и всегда, применит старый римский принцип «Divide et impera» – «разделяй и властвуй». Империя, слово империя Тышинчасы, Шултамардан, Киля, импера, власть, доминируй, вернее даже так. Разделяй и доминируй. Вот если мы не хотим, чтобы над нами доминировали, мы должны объединяться. Я вот на примере сегодняшней лекции рассказал, как система Ильминского открыто, официально декларировала цели по разъединению народов, чтобы их ассимилировать, христианизировать и в конечном итоге вычеркнуть из исторического процесса. И так происходит сейчас. То есть мы должны забыть все распри и, конечно же, сделать все, чтобы объединиться. Булингенне буря ашарды татар. Тех, кто разъединится, тех поест волк. А в России это, конечно, не волк, это медведь. Агрессивный медведь-шатун. Медведь-шатун, который проснулся раньше положенного с бодуна и стал вокруг все крушить. В этом смысле нам надо сейчас сделать все возможное, чтобы противодействовать этим процессам разрушения, ассимиляции. Что нужно сделать? Самые простые на самом деле есть рецепты. Первое, как я уже сказал, объединяться на низовом уровне. Второе, создавать собственные проекты. Объединяться в какие-то кружки, неформальные сообщества. Да? Помогать друг другу, содействовать. Пытаться самые простые разрабатывать и реализовывать. Использовать активную систему интернета, взаимодействовать. Поднимать уровень своих знаний. Обучаться. И самое главное, разрабатывать или работать над формированием политического самосознания. Вот когда мы станем политически грамотными и будем мыслить политическими категориями, тогда мы сможем в момент кризиса вновь расправить плечи. Те, кто не мыслит политическими категориями, те, к сожалению, становятся ведомыми, ими манипулируют. А человек, который мыслит политически, он будет лидером, он будет вести вперед всех. Это точно я вам говорю. Мой любимый пример. Перед Великой Французской революцией во Франции было 860 клубов политических. Мы их называли масонскими. Это просто были политические клубы. Люди собирались, в клубах дыма обсуждали, что-то спорили, теоретизировали. И это создало вот эту вот критическую массу. Да, сейчас опасно. Сейчас опасно, конечно. Но никто не мешает объединяться, собираться и обсуждать какие-то теоретические вопросы. Просто, чтобы была сеть. Махалля. Что сохранило татар дореволюционных? Это махалля система. Система махаллей. Она джамаат система, так называемая.
Она базировалась на чем? Самовыручка, взаимовыручка, опора на собственные силы. В каждом селе мектеп, где побольше медресе, обучение, культ знаний. Все своими силами. Газета, издание. Кто-то попал в беду, собирался мутавалият, попечительский совет, и помогали этому человеку. Надо купить учебники, пожалуйста. Все за счет своих сил, опора на собственные силы. И это помогло, и, в общем-то, поспособствовало тому, что татары с другими народами, мусульманскими в том числе, в первую очередь, смогли стать фактором, важнейшим фактором, против которых, вот как мы видим, боролись Победоносцевы, Ильминские, создавали целые программы, выстраивали. Вот к чему нам надо стремиться. Вот что мы должны делать. Должны воспитывать в себе, в своих детях честь, отвагу. Обязательно то, что называется критическое восприятие, критическое отношение к жизни. Ведь те, кто читает книги, как известно, управляют теми, кто смотрит телевизор. Это большая работа, но без нее нам не обойтись. Не бывает одного универсального решения. Это всегда комплекс. Если у нас не будет институций внутренних, тогда нам трудно рассчитывать на успех. Вот эти вот институции, как я уже сказал, типа махалле. Можно ведь собираться, люди. Вот сейчас я прочитал новость. В Татарстане создали, там при Конгрессе татар, и Институт развития образования, по-моему, так он переводится, стали учредителями ассоциации поддержки учителей татарского языка и литературы. Вот какая-никакая институция. Родители могут собираться, писать заявление, что мы хотим, чтобы нашему ребенку преподавали татарский язык или основы исламской культуры. Значит, есть возможности. Вот какие-то воскресные курсы в мечетях есть. Надо просто проявлять активность. В интернете огромное количество этого всего. И, конечно, изучать историю. В истории лежит наша основа. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Народ, который не знает историю, у него не будет будущего. Потому что история – это не просто познание каких-то фактов. В таком-то году такой-то царь напал на такое-то государство. Речь не об этом. Речь в том, что он формирует цельное восприятие, которое объединяет историю, настоящее и будущее. Воспринимайте это как цельность, что вы ответственны за то, что было сделано до вас. Вы ответственны за это. Потому что ваши предки умирали за то, чтобы сохранить религию, язык, чтобы остаться собой. Вот когда вы изучаете историю, изучаете трагические страницы этой истории, национальной, то вы понимаете, вы осознаете не просто зихен, нукаль, йөрәк белән аңлыйсыз. То есть вы сердцем начинаете понимать, что ты не можешь предать это. Ты не можешь. Ты понимаешь, что такое Манкурт после этого. Ты понимаешь, кто такой Шах-Али, предатель, который после того, как разрушили Казань, а вы знаете, что ему Иваном Грозным была она обещана, он должен был сесть на Казанский престол. И он стал вопрошать Ивана Грозного: ну как же, почему вы все уничтожаете? Это же вот Минемьерд говорил.
Он говорит, ну, концепция поменялась. Все, и он сел и стал плакать. Откуда вот пошла эта известная жир, значит, и Идельерт, да, вот Идельертом юалды, Идельертом бузулды. Все, он потерял свой дом, он предатель, его использовали. Он думал, что торжественно его посадят на ханский престол, на тахет. Оказалось, что нет. Оказалось, что не тахет, а табут. Вот когда вы это читаете, вы понимаете. Поэтому считается, что история является одним из базовых элементов роста самосознания. И национального, в том числе и религиозного. Вы соприкасаетесь с историей совсем по-другому. Совсем по-другому. Трагедийная история тем и прекрасна, что она тем исключительно, наверное. Прекрасно. К трагедийности, наверное, неправильно приплюсовывать. Она особенно тем, что отличительно тем, что она заставляет сопереживать. Сопереживание что такое? Сопереживание – это событие, когда ты включаешься и находишься в этом общем поле. И события, кстати, да, событие – это не то, что было, это то, что ты, в чем ты находишься, как в некой исключительной данности. Потому что ведь если взять, например, с физической точки зрения, физики вот не могут сказать, что такое история. Могут сказать, что такое настоящее. Нету будущего с точки зрения физики. Но с точки зрения человека, с точки зрения его экзистенции, она есть. Потому что я переживаю здесь и сейчас. Я переживаю прошлое. И мне не важно, какие физические законы. Мне важно мое личное субъективное состояние. И это субъективное состояние и есть форма центрации, центрирования, а не какие-то физические законы абстрактные. Они абстрактные для нас, а наше внутреннее переживание здесь и сейчас. Это и есть смысл и экзистенция нашей здесь жизни. Вот здесь она находится, а не в абстракции. Поэтому здесь уже мы так уходим в такие дебри кьеркегорианства, экзистенциала, но это тоже важно, это тоже нужно, потому что мысль, фикер, она рождается во взаимодействии, в обсуждении сложных, абстрактных эпистемиологий, систем. А для чего они нужны? Что такое знание? Ведь даже вот и в индоевропейских языках, вот, например, вот рустелен, да, в русском языке, слово знание и знать. Знать не в смысле, не глагол, а знать существительное. Это одно слово. То есть знать как элита. Поэтому кто знает, кто понимает, кто рассуждает, тот и является по-настоящему элитой. Ведь элита – это не богатство, элита – это не какая-то степень, типа того, что, значит, там, заслуженный работник сельского хозяйства, профессор. Нет, знать – это тот, кто обладает знаниями, и эти знания являются политической формой репрезентации чаяний народа или сообщества. И второе, если он готов отдать себя в жертву этой идеи. Вот в этом случае он является по-настоящему представителем элиты. Мы же по незнанию называем элитами людей, которые сидят в высоких кожаных креслах. Вот элита. Это не элита. Это приспособленцы.
говорят татарлар, куштаннар, подхалимы, приспособленцы, подлизы. Они подстроились, и вот им дали богатство, высокие должности, статус. Но ведь они войдут в историю как предатели, как шахали. Это суд истории, еще суд Всевышнего есть. Поэтому вопрос формирования элиты, он сложный. Но, повторю, завершая наш сегодняшний эфир, что если мы будем мыслить категориями политическими, категориями борьбы, что мы возьмем на себя ответственность и в конце концов, нарастим в себе уверенность и не будем постоянно посыпать голову пеплом. Ах, бітті баш, бір нәрседе өзгертіп болмай. Ну, если так сидеть, причитать, конечно, ничего не изменится. Ничего не изменится. Один в поле воин, скажу я вам. Часто. Когда говорят один в поле не воин, это позиция приспособленцев и пораженцев. Один всегда выигрывает. Поэтому в Коране говорится, те, кто умер на моем пути, не говорите, что они мертвы. Они живы и удел свой получают у Господа своего. Поэтому принцип героики тоже должен быть поставлен во главу угла. Кахарманчылык. У нас есть герои, на которых стоит ориентироваться. А герой – это тот, кто бросает вызов системе и реальности. Он бросает ей вызов. И часто герой – фигура трагедийная. Но именно его вызов, именно его вспышка является той сверхновой, которая озаряет свет в этой тьме ужаса, в которую мы сейчас погружены. 5-3 человека, которые могут такое сделать, я вас уверяю, они могут такую колоссальную вспышку совершить, что ослепнут глаза даже у тех, кто незряч. На этом все, дорогие друзья. Дуслар, мың рахмет сізге, қарағаныңыз үшін, сұрауларыңыз үшін. Исән имин болыңыз һәм яңа очрашуларға қадар. До новых встреч. Ассаламу алейкум рахматуллахи.